Здравствуйте, уважаемые телезрители! В рамках общественной кампании по увековечению памяти и восстановлению доброго имени жертв политических репрессий в Мордовии вы увидите сегодня встречу трех людей, которые обсудят очень важный исторический вопрос. Справа вы видите Вадима Викторовича Чернавина, предводителя Мордовского регионального отделения «Союз потомков российского дворянства. Российское дворянское собрание». Справа от него Виталий Михайлович Ермушев, заместитель начальника отдела по патриотическому воспитанию молодежи Центра молодежной политики и туризма Рузаевского муниципального района. И слева вы видите Николая Андреевича Кручинкина, основателя Мордовского республиканского патриотического объединения «Поиск», директора мемориального музея военного и трудового подвига 41-45 годов. Вадим Викторович, расскажите, пожалуйста, когда вы работали в Рузаевке, кем вы работали, где? Я работал геологом колхозпроекта. Был такой большой институт по проектированию сельскохозяйственных зданий и сооружений. И вначале, я уж точно не помню, конечно, когда это было, но, судя по всему, в начале 80-х годов мы проводили изыскания под теплицей в Рузаевке, в районе, в створе, вернее, улицы Ленина, на востоке от Рузаевки. И когда мы там бурили, у нас при бурении оказались кости человеческие. И подошли к нам довольно пожилые люди, которые сказали о том, что в начале 20-х годов в этом месте было место массового захоронения. Причем была проведена специально от железной дороги ветка в этот овраг. Был огромный овраг, в который завозили эшелоны, высаживали оттуда людей и их расстреливали прямо сверху пулеметами. И поэтому мы изыскание так провели точно и закончили. К сожалению, в то время, это, сами понимаете, 80-е годы, к этому отношение было совершенно другое, не такое, как сейчас. Мы к этому относились довольно предубежденно, не верили в это все. И поэтому и не запечатлел именно конкретное место и кто мне сообщил эти страшные факты. Вот поэтому, когда задали такой вопрос, сейчас поднимается вопрос о репрессированных в Мордовии, я думаю, что вот это место желательно бы найти и каким-то образом отметить. Вот. Ну, это уже, конечно, энтузиастов Рузаевского района быстрее все должно заинтересовать. Вадим Викторович, а как те местные жители узнали, что вы там работаете? Или это все на виду было? Это же заселенное место, там уже частные дома были. И поэтому тут же, как обычно, к геологам всегда подходили люди, интересовались, что и как делаете. И вот таким образом... А по их интонации у них интонация искренне была, тех, кто к вам подошел? Ну, я думаю, что искренне, потому что зачем надо было им сочинять эти вещи, когда они... На всякий случай спрашиваю, да. Так что нет, я думаю, что это на самом деле факт имел место. А как это все происходило конкретно, конечно, сейчас, наверное, очень сложно определить. Тем более, это начало 20 века, то есть 20-х годов, когда еще только-только началась эта вакханалия. Виталий Михайлович, что у нас за красивая карта в руках? Как вы ее создали? Вот эту карту, которую я почитал, то, что мне сбросили материалы, посмотрел видео предыдущее, был разговор о овраге, был разговор о железной дороге. Я отталкивался от этого. Здесь представлена железная дорога нынешняя, Яндекс.Карта. Это от станции Голицыно, которая идет на Самару, и до станции Тишля, которая идет на Москву, направление на Москву. Заканчивается как раз, вот, что 12 километров это Тишля переезд, и дальше вот пошло уже, там уже все, пошли леса. Вот, отталкивался я вот от этого. Ну и, соответственно, так как местность эту, в принципе, хорошо знаем, отталкивался от того, где могли быть овраги находиться. Вот, где могли находиться овраги. По одним из данных элеватор строили заключенные, но это вопрос уже другой. Овраги находятся в следующих местах. Ну, понятно, что вот начиная от железнодорожного вокзала вот отсюда и
Так, это вот пошло вагонно-ремонтное депо. И вот здесь вот пошло, здесь очень высокая насыпь. То есть тут практически, ну, в высоту практически частного дома насыпано. Когда проезжаешь чуть ли не под крышу. Что это значит? Дамба высокая, то есть она построена искусственная дамба по железнодорожное полотно проложено. Революционная трасса. Ну, московская Казанская железная дорога, она вот была, вот это вот. Вот. А потом по поводу оврагов. Овраг, который находится рядом, учитывая все вот эти вот события, мысль у меня такая, то что овраг, вот эта река Пишля, вот здесь овраг большой, река Пишля, прям так промоина такая серьезная, и место выемка такая очень большая. Это речь идет именно о восточной. части. Если в восточную часть, вот пока вы сейчас говорили, у меня сейчас небольшая мысль появилась. И может быть это и может быть и так, а может быть. Да, давайте все мысли озвучим. Да, то есть вот сразу сейчас у меня наметилось. Вопрос следующий. Здесь, если вы говорите, ветка была проложена, я думаю, что вряд ли она была проложена в сторону города. На нынешний момент вот в эту сторону, в северную часть города, проложена только железнодорожная ветка на завод, но сейчас он закрылся, это стекольный завод, ну все в Рузаевке знают как ЛАЛ. Да, но она поздняя, когда ЛАЛ строился, было где-то в 80-х годах, но она от Новых Полянок, от станции, туда пошла. Да, это далеко. Это ближе. ближе. Ближе, дальше есть очень большие овраги, если брать направление на Самару. Это вот мы пролистываем, железнодорожный переезд. Вот отсюда вот. Это станция Голицыно. Вот здесь очень большой пруд такой. Утки там, и вот здесь вот тут вот овраги, да, тут есть. Плюс овраги. Вот здесь вот. Вот эта река Инсар идет. То есть там она раньше впадает, Пишли в реку Инсар впадает. И вот эта река Инсар. Вот тут овраги есть. А вот это что такое? Это тоже пруд. Да, тоже пруд от станции Заводская. И дело в том, что вот здесь, вот это место, Красный Клин, он так у нас называемый, да не так называемый, а так он и есть, Красный Клин. Вот здесь пошли населенные пункты, но здесь очень заболоченная местность. Нет, только по левой стороне. Мы были в стволе улицы. Примерно вот так. Вот где-то вот в этой части. Не очень далеко. Улицу я тогда вообще даже прям представить не могу, что где-то. А что строили вы? Там проектирование теплицы. Я вот Почему я спрашиваю, не было никаких? Вот это я информацию у меня вообще никакой нет. То есть там частные дома, да, вы говорите? Частные дома. Там есть на конечно, карте? да. И как артист, Николаевич, у меня, знаете, мысль какая была, что железнодорожная ветка, я думал как раз, что вот это вот немецкое кладбище. Может, туда была ветка. Это в пределах Рузаевки. В пределах Рузаевки, вот она идет улица Ленина. Вот с этого момента, так, улица Кирова, ага, понятно, улица Кирова. Все есть. Тут я уже сообразился, ориентировался, у Чичкала. Вот здесь бывшая свалка была, ее закрыли. Вот здесь водонапорная башня, водонапорная станция. Вот она как раз вот здесь расположена. Очень старая. Тоже старая, сейчас, не знаю, работает, не работает, но она старая. А вот где свалка была, это не овраг был? Там очень большая гора. Красная горка, она так называемая у нас в Рузаевке, называется Красная горка. Она очень большая. А на месте захоронения очень часто свалки делали. И Бутово, по-моему, и... Она была очень высоко. И дело в том, что если вы говорите о теплицах, Да. теплицы, вот, ну, если вы говорите 80-е годы, то есть я, начало 80-х, то есть я себя где-то помню уже с первого класса, то есть, ну, получается, с 86-го, это уже нормально. То есть теплицы были, они вот здесь вот выше расположены, комбинат озеленения. Так, а вы его строили или потом решили не строить теплицу? Я не знаю, как дальше. Наше дело изыскания. А может, ее и не построили, эту теплицу? Водоема рядом не было? Большого водоема? Нет, не было. Не было. Старый водоем. Теплицы там были. Здесь получается, что вот тут, может быть, я вас как сейчас ориентирую. Вот так нет, вот. Ну, может, так и не построили теплицу? Кирпичный завод, кирзавод он называемый такой, очень большой кирзавод. Он работал в те годы уже в Рузаевке, он был. Владимир Викторович, видимо, не гулял там, он на конкретное место. Ну, я говорю, может быть, вот как-то слышал там. Правильно. Может, какая-то Вот ассоциация. это переезд через железную дорогу, вот этот переезд, он тоже очень давнишний. Переезд на Красный Клин. Вот эта развилка. Это вот пошла на Самару, это вот Саранская развилка идет на Пензу. Вот она потом вот так соединяется.
Вот здесь, если же вот с этой стороны, опять же, вот тут, да, вот Нет, с этой стороны, только с этой. Может, мы вспомним вообще, как мы приехали, как на машине вас привезли или вы на автобусе? Сейчас, Владимир, Нет? очень сложно А то, вспомнить. Это... исходя Нет, из первоначального выхода, Да, конечно, на дойдем. машине, мы на машине что ездили. было поблизости, что было рядом? Ничего это не Природные А объекты место, мне какие? говорите, рядом были, а там близко село было? Ну, это в пределах Рузаевки. Это мы не, Вот здесь, не смотрите. далеко из Рузаевки. То есть частных домов вы не видели, да, из этого места? Нет, ну почему? Они были рядышком. Рядышком, да? Вот смотрите, вот здесь овраг, вот это вот построение, это гаражи. Частные гаражи каменные, построены были как раз где-то в 80-х годах они. Вот здесь овраг. Тут овраг большой. Вот если с этой стороны. Вот здесь ветка, она проходит. Ветка здесь есть. Здесь она просто вот отмечена как будто одна. Ну, да. Но здесь пониже идет еще одна. По ней тоже сейчас ходят поезда. Ага. Это вот это есть. То есть как одно из мест. Вот этот вот. Да, вот быстрее все, наверное, Вот, может быть, даже это- недалеко мы. Если кирзавод брать, Вот кирзаводы тогда не... ну вот не знаю, вот здесь вот этот кирзавод, вот это вот, А, это а карьер кирзавода где находился? карьер кирзавода я вот Они не возили скажу, откуда-то. я не скажу, врать не буду, не знаю. Потом, если рядом с Рузаевкой, здесь тоже, как говорится, можно было и на машине проехать, как раз мы обращаемся опять к станции Голицыно. Вот это вот, вот это вот, вот это вот. Так, Пензенский парк. Улица Ленина, она у нас пошла, вот она идет дальше, улица Центральная, то есть где-то вот в районе вот это вот. Здесь тоже, как говорится, места Есть могут быть. овраги, Да, да? да. Ну вот, вам карта. Но руки. если чуть подальше от Рузаевки, то вот основной пассажиропоток, он идет вот по этой ветке. Вот здесь тоже много путей. Основной пассажиропоток, она из станции Голицыно вот здесь, тут Нет, останавливается. нет, ближе, говорю. А если вот здесь, вот отсюда Рузаевку видно. Вот отсюда, здесь вот кирзавод, он располагается на большой возвышенности, поэтому его видно оттуда, от станции Голицыно. То есть там буквально километра 4, наверное. Нет, мы ближе были гораздо. Прямо в пределах города. Но учтите давность времени, 40 лет прошло. Конечно. Это сейчас сложно. А вот какие-то воспоминания рождаются? Да, вот, может, я вы расскажете? позванивал по этим делам, когда мне сказали то, что вот это было, народ начинает очень часто путать, начинают говорить, может быть, это были не репрессированные, может, это было немецкое кладбище. Ну, раз так оно называется. А это все всегда говорят. Это по Да, поводу то есть всех вот мест захоронения потом репрессированных, вот это главный аргумент. Немецкое кладбище, Николай Андреевич, оно, я вот думал, оно не связывается у нас по словам. Вот пошла пензенская ветка. Ветка на Пензу идет. Вот она идет. Вот здесь улица Мельничная. Вот тут заканчивается все это хозяйство. Это вот военкомат. Вот немецкое кладбище примерно, Николай Андреевич, вот За военкоматом, так, да? вот так. А что такое немецкое кладбище? После войны везли. У нас лагерь был в Рузаевке? Нет, пленных вагон отцепляли, ставили, там была электроподстанция, ставили вагон на отстой. Соответственно, вагон не топился, еды не давали. Местные, ну, как говорили, местные... Это какие годы? 46-45, наверное. Угу. Как-то вот так вот. Это, конечно, нерационально, но... Или они... Ну ладно, в общем. Вот, увозили. Дело в том, что таких мест их... Вот, дело в том, что самое главное... Вот знаете, я о чем сейчас вот опять разговор веду? Про репрессированных. Дело в том, что Рузаевка станция узловая. У нас 4 направления идет. То есть на Красный узел, Москва, Пенза и Самара. И очень много поездов там скапливается всегда. Вдоль железнодорожных полотен, везде кругом, это слышал я уже неоднократно и не один раз, что старожилы рассказывают как. Когда приходил кто-то из родственников железной дороги, ну кто там, путеец, он там был, там обходчик, дежурный по станции, не знаю. Он говорил, говорит, вот она, говорит, мне, говорит, отец приходил и вот после войны говорил, говорит, немцев, говорит, хотите посмотреть, пошлите немцев посмотрим. Мы, говорит, вот он нас приводил, стоит вот этот вагон заколоченный, они, говорит, что-то там кричат, ну, естественно, не по-нашему, естественно, по-немецки. Мы, говорит, как местные жители вроде пытались, там Рузаевка, Мордовия не боевые регионы, поэтому всех ужасов войны не видели.
Слава богу. Вот. Поэтому пытались как-то и воды дать, и солдаты отгоняли. Солдаты были фронтовики, соответственно, видели, что творили немцы, поэтому говорили, говорит, не дурачьтесь. К пленным вообще это всегда надо нормально относиться к пленным. Это не наши, это немцы. Это в любой ситуации. Вот. Это конвенция международная. Такая вот вещь. И я вот думаю, как вот не было спутано вот с этим, потому что хоронили в станции Медведовка, которая на Пензу идет, там я слышал, вот захоронение было. Потому что вагоны стоят, люди умирают, их чтобы санитарии не было, поезд стоит там час, два, три, может быть. И таких мест было. И вот я говорю, не получится ли так, что вот это сойдет за репрессирование? Вот. Такое же место. Да. Ну вот я последний год я очень мало занимаюсь темой репрессий. Не было ни одного места захоронений репрессированных, которое официальная власть не называла бы, что это немцы. Потому что нужно, это сразу успокаивается вопрос с местными жителями, сразу закрывается тема перезахоронения, и не было еще ни одного места захоронения в России, которые бы сказали, да, действительно, это не немцы, это действительно репрессированы. Всегда они сваливали на какой-то вот такой повод, что лишь бы вот... Поэтому, может быть, это смешивается здесь несколько источников информации, один ложный по поводу немцев, и один подлинный, который страшно передавать. Поэтому в конце, может, остается ассоциация с этими местами только как... Что это немцы. Там слухи пускали. Вы понимаете, слухи в чем дело? Когда ложные. мне было лет 10, наверное, что-то получается 89-й год, как вот 88-й, 90-й. Мы вот в тех районах, где вот около железной дороги, когда давали места под картошку сажали. И отец тогда еще вот в этих вот годах, 80-х, он говорил, что здесь где-то находится немецкое кладбище. Тут хоронили немцев. Говорю, что говорит-то что? А потом оказалось в 2007 году, вот как раз у вас экспедиция была, и памятник установили. То есть прошло это 89-й, 2007. А может и 87-м. То есть прошло порядка 30 лет. Ну, действительно немцев оказалось, да? Да, оказалось действительно немцев. А как определили, что немцев? Сейчас я закончу. Да, извините. А про то, что... мы про это в городе слышали, мы знали, мы говорили нам, что где-то вот в районе Юрьевки немецкие захоронения есть. О том, что есть репрессированные, пока я тоже выяснял, в районе Левжи, говорят, расстреливали, там, говорят, вот было. Потом еще в районе Красного... Красный Клин. Опять это получается с другой стороны. Говорят, тоже, говорят, уходили трое, например, два НКВДшника, один такой вот, гражданский. Уводили, говорят, гражданского нет, двое возвращаются НКВД. Все были при оружии. Но это опять с другой стороны железной дороги, а не в сторону города. А это откуда их могли водить? В Рузельке же не было тюрьмы. Тюрьма, наверное, была. Не было. Не было тюрьмы. Ну вот как говорят местные, но опять это вот один сказали, второй сказали. То, что местные подошли и сказали, что есть репрессированных, вот. Да, Владимир Ильич, глупый вопрос задам. А может быть, эти местные жители знали, что в этом месте находится место захоронения, но что репрессированные, это они сами предположили? Нет, Тут я трудно проверить, да ведь? объясняю вот такую яркую картину, как они называли. Извините, Была давайте послушаем. проложена небольшая веточка во враг этот. И эшелоны заходили с арестованными. В 20-х годах, да? Их выселяли, высаживали, поезд уходил и начинались расстрелы. Причем, вот что самое страшное было, что там были совершенно разные гражданские, во-первых, лица, в основном и от мала до велика. И дети были, и старики. Поэтому это было просто место массового расстрела. А по поводу годов, в которые происходили расстрелы, местные жители сказали, что это 20-е годы? Ну да, это были именно начало 20-х годов. Они так сказали? Да. Гражданская война. Гражданская война, да. Белых, чехов. Это очень яркое впечатление оставило, конечно, но просто не было повода рассказать об этом случае, раз уж вы мне такой вопрос задали о репрессированности. Вот этот момент я давно собирался. Я даже рузаевцам спрашивал тоже. Я говорю, не слышу такой факт. Но никто не отозвался. Вот еще один, вот как зацепка одна, но опять непонятно. Очень большой овраг вот здесь, он в районе у нас называется Треугольник. Вот он. Вот эта ветка пошла на Пензу, вот она пошла на Саранск, вот еще. Вот есть ветка еще вот здесь, железнодорожная, она сейчас действует, не действует, но вот здесь вот рельсы еще лежат. Вот треугольник, поэтому его так называют. Овраг очень большой. Прям не то, что в дом, в трехэтажный дом, наверное. Здесь теплицы бы не строили, конечно. Так вот именно. Но опять же это опять с этой стороны. Потому что на высоком берегу.
Теплица однозначно на высоком берегу, не за железной Нет, дорогой, а по именно ту здесь, сторону только здесь, дороги. да-да-да. Однозначно, подъезд должен Ну быть, и вот- вода где-то близко вот рядом должна быть обязательно. Здесь ведь вот это все дело в 80-х годах, вот это все дело было застроено. Это однозначно. До это этого все там было... пустырь был, да? Ну, когда-то да. Наверное. Вот этот район, не сказать, что очень А вот давно. это что за пятно такое? Почему оно такое свободное? Это не овраг? Нет, вот здесь это вот улица Чкалова, вот здесь вот пошла улица Ленина, это вот так называемый Кулацкий поселок у нас, А вот улица это- Тургенева. вот это Вот здесь раньше была, я еще помню, я был очень маленький, вот здесь дорога, и вот примерно вот пространственно, если смотреть, то вот здесь свалка была. Дальше дача. А свалка это наверняка овраг был. Очень высокая гора, Да, Красная да. Горка. Это свалка была на горе. И То есть мы- она как свалку И подожгли. мы на бугре бурили именно. На бугре бурили? На бугре, да. Именно Вот если бурили... сверху. Свалки я помню, часто делали вид был на месте такой. захоронения, Вот. чтобы спрятать. Но дело в том, что там, вы говорите, и карьер, и там карьер был тоже, там песок добывали. Там добывали песок, там очень большие были ямы, то есть там их вырывали, как раз вот, наверное, кирзавод, наверное, там, ну да, кирзавод там и брал. Может, начинал. Вот, оттуда вот брали песок, то есть очень много оттуда брали. И вот эти ямы, их засыпали вот как раз мусором, там, всем остальным. Там это дело жгли. Потом просто я еще что думаю, ну там никогда, и там вряд ли туда сделают железнодорожную ветку. Это вот как раз в районе Старого водоема. Там вот теплицы, да, теплицы там были, комбинат озеленения, розы там выращивали, то есть вот это точно было. Может, там и было. Но ветка туда, насколько я знаю, не была никогда и вряд ли будут Может, через она временно. улицу Ленина, хотя 20-е Ну, тогда года, еще тогда улицы еще не было. Крайгород-то был в других местах. Конечно, Так, конечно. а вы уже не видели, Вадим Викторович, эту ветку? Нет. В Может, её 80-х уже точно тогда и ее не не было? было. Её не было. Точно не было. Тогда, может, она... Если тогда не было, Разобрана была на запчасти? специально для репрессированных Для- ветку для не могли подвоза. построить. Не могли. Зачем? Времян такую, да. Некуда везти, лесов. А для чего тогда ее эту ветку строили? Из-за этого. Чтобы удобнее было подвести, никуда не... Вот Здесь Николай Андреевич смотрите. считает, что Вот такого не могло быть. овраг, кстати, вот я все-таки сейчас, вот если я сейчас вот в голове все вот в кучу собираю, вот теплицы, старый водоем, ну, здесь на карте нет, вот старый водоем, теплицы там, и плотина, то есть старый водоем, там есть плотина, по которой можно проехать, и вот вниз, если смотреть вот пространственно, вот так вот мы смотрим на север, слева, прямо на старый водоем, справа у нас теплицы, которые как раз есть, а вот здесь, где вот как будто вот мы сейчас смотрим, вот овраг там очень большой. Вот, вот, это Овраг да. там очень большой. Да. Ну, может, еще воспоминания у кого-то остались, деды рассказывали своим. Вот я грешу вот либо, Вам надо либо, походить там, либо конечно, вот на это поспрашивать. место я грешу, либо я грешу после вешенных домов. Я извиняюсь, это так уже. Да, вот. Либо вот после этого, вот после кирзавода, вот туда, там тоже обрыв очень Молодец, большой. молодец, Вадим Викторович, какую информацию нам Ну, сообщили? не знаю. Ну, Я вот- мы не обязаны вот именно сейчас все решить. Мы просто беседа, а потом Сейчас через нам нужно, неделю, вот мы сейчас это всё через дело месяцы. подключим, кто вот из старых жителей, кому вот, Да, например, Сейчас да, просто да. лет первая по беседа. 80, по 85, кто вот, это, Конечно. кто вот эти дела Конечно. помнит. Здесь вот из рассказа сразу можно разделить две информации. Первая – это гражданская война. Гражданская, это да, это Один было. случай. Репрессированная – это другой случай. Немцы и Отечественная война – это третий случай. Это Это не- три разных вещи. Для первого случая, естественно, никто ничего никуда не строил, никаких веток, ничего. Это куда где угодно. можно. Вот, Вадим Викторович, вы считаете, что Не было. могли для этого построить? Николай Андреевич считает, Не что... знаю. Вот кто из вас Второе, прав? Для репрессированных, когда репрессированных казнили, во-первых, нигде нет упоминания, что в Рузаевке была расстрельная тюрьма. Не было там. Тюрьма была расстреляна в Саранске, в Чуфарове, Нет, в а Ордатове здесь, и в очевидно, Зубове. просто с колес. Остальные все со А- всех сторон везли. С колес не могли расстрелять. Не могли? Если начальника эшелона посадили людей, он должен довести до пункта Б. Даже трупы везли. Ну, может, это пункт Б был? Овраг? Зачем? Зачем? Там удобно Ну, хранить. Что, если судили где-то в Перми, везли и сюда расстреливать? А был такой, что без суда? Нет. Не Алло. Из таких количеств. Алло. Ну, Да. в гражданскую войну, может быть, и даже было. Там, может, меньше это было законодательство. Там просто война идет. Какой тут документооборот? Возможно, там-то и
Ладно. Ужасы Во могли времен царить. гражданской войны столкновения большие с белочехами были в конце мая 1918 года. Столкновение с белочехами. Но это было попытка подавления чехословацкого мятежа. Но это было в Пензе. И отряд Рузаевский, их примерно 200-300 человек с пулеметами, с винтовкой выезжали. Там 5 погибли. Кто говорят 5? Мы знаем 3. Ключников, Папшев, Плехов. Мироновский мятеж был, опять же, это в Качкуре, в Качкуровском районе это было, там не было. Без суда, без следствия не могли. Без суда могли расстреливать только на фронте. Тут фронта не было. Эшелон везли, это ответственность, что в НКВД, тем более там тройная ответственность всегда. Если начальника эшелона посадили и в вагоне, значит, у него по списку 45 человек, он должен 45 хотя бы трупов, но привезти на конечную станцию. А если куда-то он сваливал их, он должен акт составить и передать по акту. Поэтому вот этот момент отпадает. То, что вы везли из Саранска сюда расстреливать, смысла нет, потому что Саранский свое. И по положению того времени для каждой тюрьмы, вот где производились расстрелы, у них были отведены специальные участки. Участки мы знаем, вот в Чуфарове был отведен участок, в Саранске мы знаем отведен участок. Вот, и в другие места они не могли. Ну, 1-2 могли там где-то схулиганить, но не массово. Вот, потому что они тоже боялись, они должны строго по пункту. Ну, это, может, 30-е годы боялись, 20-е годы, это война. А 20-е это гражданское. Направо-налево. Это, опять же, здесь не такого массового не было, здесь боев гражданских, как из Печуры и прочее, там, такого не было. Да, и вести откуда-то, Ну, это куда-то. вот, я говорю, может, уже народная молва такая. А сколько лет было тем, Вадим Викторович, кто вам это рассказывал в 70-х Ну, я годах? сейчас уже не помню. Ну, внешне какие. 40, 50, 60 ну, лет. конечно, это уже были не молодые люди. То есть они могли Конечно. быть уже взрослыми в 20-х годах? Конечно, конечно, ну еще бы. Здесь единственное, вот из этой информации вытекает, что была Рузаевско-Пишлинская колония. Да? Вот расскажите, пожалуйста, об этом, Николай Андреевич. А вот здесь как раз и Рояль в кустах. Поздеев Сибиряк говорит, лагерь для заключенных, строивших огромный Рузаевский элеватор между станциями Рузаевская и так Пишля. И там же был исправительно-трудовой лагерь закрытого типа. То есть стройка и содержание заключенных находились за общей зоной. Там, где они строили элеватор, там же был этот лагерь. Исправительно-трудовой. В исправительно-трудовых лагерях расстрелов не было. Ну, есть провинившихся. Там нужны были рабочие руки. Есть только штучные, да. Ну да, элеватор вот там. Или за хранение, там прочее, да, или за хранение от болезней умерших. Да. Вот, Элеватор, вот он. Вот это что такое, я не знаю. Это ни разу не было. Вот, если элеватор, ну, скорее всего, это тот же остался, да? Конечно. С того времени. Вот этот лагерь был здесь. И с этого лагеря возить туда, Нет, для нет, чего-то. исключено. Во-первых, Это исключено. через село, Нет, ну, а через потом прочее. лагерь Во-вторых, строился им незачем расстреливать, строился нужно 30-й строить. год. Да-да-да, конец. 30-й год. 37-38. Да. А это гражданская война. А еще, Николай Андреевич, не забудьте мысль, которую хотели сказать. А еще опровергните, вот там, если действительно можно опровергнуть, слух в той цитате, которую я вам дал, что в Саранской городской внутренней тюрьме считали, что туда отвозят на этот лагерь Рузаевско-Пишинский заключенных из Саранской, и там их расстреливают. Не могло такого быть? Ни в коем случае. Почему? Ни в коем случае. Потому что Туда нас... могли вот в этот лагерь, как рабочих, давали 10 лет Да. и везти туда на работу. Пока не помрет. Или в Чуфарово отправить на работу, тоже исправительный лагерь. Здесь в Саранске ни сидячих не было, ситки не было, потому что помещений мало было. Здесь только или высшая мера, или предварительное следствие. После следствия кого-то исправительные лагеря, кого-то Сахалин, трудовые колонии, кого-то на ссылку, кого-то на тот свет. Вот. Поэтому и из Саранска вот речь идет о массовом захоронении, поэтому вот сложно я считаю, вот этот момент подрепрессированных, оно очень сильно притянуто. Маловероятно, да? Да, маловероятно. Ну что ж, И может быть, плюс даже этот лагерь, если находился там, как они говорят, строили и Нет, закрытая туда зона возить. была, вот, ни в коем случае там на территории этого лагеря могли уголок отвести, и там где-то Через весь город от болезни возить, кто-то от чего-то расстреливать умирал. бесполезно, Да, конечно. расстреливать не имели права там. Ну, при попытке к бегству только вот такой.
Так что вот. Так, Владимир Викторович, а вот вы не могли бы сказать, вы сами видели останки? Ну как же, когда буришь кости, Одежды попадались. там не попадались вам? Нет, нет, мы особенно не приглядывались. Мы не приглядывались. Это одно. Может, какой-то Второе, элемент? это не специалисты, это Конечно, после конечно. бура, поэтому какие-то Кто там там может? обломки, что-то прочее Да, идентифицировать. да, да. Я не... Просто нас эти жители остановили, говорят, здесь не бурите, потому что здесь массовое захоронение было. И вот рассказали такую историю, что была проложена ветка, подвозили эшелонами, выгружали их и тут же расстреливали. А- Это, вот, вы, как говорите, можете, на самом деле это уже мифы пошли. Да, байки пошли. А на какой глубине эти останки были? Ну, небольшое, мы же больше 6 метров не бурили. И примерно сколько? 6 метров, ну, метров 2, наверное, 3. Вряд ли кто бы на такой глубину. Да. Что это Я значит, если 2 не метра? отрицаю тот момент, и возможно, что это могло быть сельское кладбище. Старое. Может, и так. Опять врисовывается Николай Андреевич Старого Дави. Там было сельское кладбище. Вот. Там было кладбище. Вот Вот это вот это- вырисовывается, опять вырисовывается Старый Дави. Это Потому что там где-то в этих районах, вот одно из районов, что там даже вот как разговор, что Пашу Путилову, которую зверски убили в 18 году, при попытке раскулачивания, там еще, ну это долгая история, вот, похоронили там, и кладбища сейчас этого нет. И я с детства это слышал, вот про это я слышал, то, что старый водоем, да, что в этот старый водоем построен, там гробы всплывали, ну это байки из склепа, как говорится, вот такие вот штуки. А там вот, где вот это вот, там сейчас кладбище есть, оно действующее, но оно выше находится. А вот в том районе, говорит, кладбище было. Вот. И вопрос еще, вот когда бурили, в одном месте попадались кости или в нескольких местах? В нескольких мы же бурили по определенной системе. Большой периметр. Да, да. Ну, небольшой, потому что Небольшой, для несколько теплиц не требовалась большая площадь. Там было Ну, все небольшое. равно метров 20, 30, Да, 40, конечно, 60. метров 50, да. Если это братские ямы большие В одном были, месте, то да. это в одном месте. Нет, Через 5 именно метров уже в чистые. нескольких местах попадались. Вот, это говорит о том, что эта площадь большая, а значит Да. это одиночка. И в Чуфарах они были иногда. Ну и потом, конечно, вот такой момент у меня, для меня сомнение. Если расстреливали их, они были внизу, а мы бурили наверху. Почему кости наверху оказались? Ну, 2 метра это нормально. Это для бура кажется, что когда 6 метров буришь, и на 2 метрах это высоко они были. Вот. А другой вопрос, что даже 2 метра это для расстрелянных, это уже глубоко. Тем более для гражданской войны. Да. Да, ну, мы же не на дне оврага бурили, а на склоне. А как здесь оказались они? А может быть место кладбища на склоне оврага? Может. Не оврага, а... Потому что очень мало места, да, и пришлось даже на склоне оврага? Или это окраина кладбища было? Ну, Получается? овраг какой? Это же не крутой такой, На а момент- какое-то пологое место такое, Нет, наверное. довольно крутой овраг. На момент был. 30-х... Ну, не на овраге же теплицу строили. Нет, Где-то конечно. наверху. Да. Наверху на ровной площадке. Да, На момент площадка 30-х была годов неровная. там ничего не было, там был пустырь, потому что как раз вот сейчас недавно... Оврага не было тогда? А? Оврага не было? Нет, овраг-то и, скорее всего, был. И я имею, что вот на момент 20-х, 30-х годов там, скорее всего, ну вот как вот я сейчас все логически вот так рассуждаю, там не могло быть домов. Почему? Потому что вот, ну вот эти вот дома, они построены были уже после туда. Нет, ну, И ясно мне, дело, что это- и мне попадались документы, когда мы по памятнику архивный документ поднимали, там было решение Совета депутатов, там от 60-х годов, от 50-х годов, разрешить по улице там такое-то строительство частного дома. Там вот такая вот вещь. Вот такие вот нам попадать. Как раз вот и про те районы, и про другие тоже. А от вот старой Рузаевки до этого места как далеко? Понятно, новая она растет, а вот ну, старая где-то есть какой-то... Да, вот это вот как раз вот все началось от железнодорожного вокзала. Все вот здесь, вот железнодорожный вокзал, вверх, улица Вокзальная называлась. Ну все, а уже сюда, дальше... Право-влево, уже- право-влево было, Ну, все равно. чуть-чуть. В революцию было, в сторону, где гимназия номер 1, сейчас там уже прям у нас фотографии есть революционные, там и Калинин когда приезжал. Вот, там А до этого застройки места были. оттуда? А вот до этого места, точно, конечно, я не скажу за те года, но вот эта вот станция, вот железнодорожный вокзал, он был, ну, чуть-чуть плюс-минус туда-сюда, но он был всегда. Ну, село Рузаевка Вот, где-то вот здесь вот, было, да? вот кладбище, если посмотреть пространственно, оно вот здесь было, оно было вот здесь. Вот, оно вот было вот туда, вот. Вот это вот
вот это, значит, свалка, вот здесь, если посмотреть пространство, где-то, где-то вот так, плюс-минус, туда-сюда. Как раз вот эти вот были старые кладбища. Потом это комбинат озеленения, теплицы. И там, получается, теплицы, и в теплицах метрах, может быть, 30 метров, может, максимум 50. И там пошел здоровый склон и очень большой овраг. Это вот в восточную сторону от теплиц. Да, вот, И там же перед этим были кладбища. Тем более для теплиц наверняка и строили теплицы, мы изыскания делали. Наверняка. Ну вот я не помню, стояли там теплицы уже или нет, я сейчас не вспомню. В то время, если изыскания делали, значит строили. Строили, конечно. Всего. Раз до изыскания дело дошло, значит проект был утвержден, финансы были выделены. Да. И попробуй тогда не построить. Нет, наверняка построено было. А изыскания не могли привести к тому, что здесь нельзя ни в коем случае строить теплицу? Нет. А что такое изыскание? Изыскание это геологическое, Там здание можно расчет фундаментов. Фундамент в основном. Для фундамента. Да. Я почему-то склоняюсь вот к этому месту. Вот к этому. То есть вот у меня сейчас пока все срастается. Я Вот думаю, это что все. так оно Овраг, было. теплицы, кладбище. Да. Железная дорога там недалеко, она там рядом. Ну, может, это и было. Ну и кладбище, смотрите, Метров Саранск, 400, наверное. 17-я школа стоит на кладбище. На кладбище. Кто сейчас помнит? Нижний рынок тоже. Нижний рынок тоже на кладбище стоит. Кировский. Кировский, да. На старых картах есть там крест обозначен. Да, на кладбище. А 17 это около больницы там, да? Да. Это да, там Ну, тоже и республиканская больница. то там же самое. церковь стояла, На кладбище. да, именно около кладбища. Там подворье какое-то есть, церковное. Вот, то есть у меня вот мысль такая, Ну что это здорово, мы выяснили Карты сельское будете, кладбище. Можете изучать. Исторические. если вдруг, то нужно просто поговорить С местными. с местными, кто вот именно в что возрасте, кто слышал, кто что увидел, бабушка что-то говорит. Потому что вот про вот то, что там было кладбище, это я даже... Николай Андреевич, можно мне листочек мой? Я даже слышал. Нет, это здорово. У нас историческое получилось. Это мы выяснили. Мы сейчас зрительно наблюдали, как мы, как сказать, с очень хорошей точностью определили место, определили, что это кладбище, по всей видимости, было гражданское. И Довольно старая. но местные жители уже осталась информация только, что это было место захоронения. Косвенно и пришла эмоция, они связали ассоциация, не связанная с этим местом. То есть, видимо, настолько был ужас от гражданской войны, что у них с этим ассоциация была У даже... местных, может, еще такой заскок был. Я по Чуфарову знаю. Они же не историки, они. Да. Чуфарова деревня там, а захоронение в 2 километрах от деревни. Про Рамадановский район, да? Да, хотя бабки вроде бы говорили, что они вечером слышали, как стреляли и как кричали. За 2 километра не могли они не слышать за горой, ни криков не могли слышать. Вот. Это во-первых. Во-вторых, То есть это говорит о том, как информация да, передается. и с другой искажением. вопрос. Кто-то жил вот здесь, около этих оврагов, в Юрьевке, еще где-то. Слышал, что куда-то немцев сваливали. Потом переехал жить сюда. Своим детям, внукам рассказал. Они уже привязывают автоматически к своему месту. Они откуда они знают, что дед жил там. Они думают, что всю жизнь он здесь жил. И вот по поводу Вот так, вот этого кладбища, просто. опять, если вот связывать опять вот два кладбища, еще у нас на Химаше есть, Химашевские кладбища они называются, там, когда искали как раз Люскина Антон Федорович, вот, первый герой Советского труда, место захоронения, там нашли место захоронения, датировано самое раньше, если не ошибаюсь, 1923 год. Но кладбище сейчас, оно действует, вот, не то, что там уже не хоронят, но оно кладбище есть. Здесь получается, что его уже кладбище нет очень давно. То есть оно закрылось, его закрыли, и его под снос, не под снос, все разровняли, и там начали строить дома. Или другой момент. Когда-то здесь была деревня, просто-напросто деревня Было сошла, было ушла, свое кладбище. осталось, они сами переселились. Да. Таких пропавших Есть у нас. деревень много. Есть у нас местный краевед, очень хороший. Можно спросить, Человек. не было ли в Пищи том для районе. размышления вам хватает, будет хватать.
Да, Владимир Викторович, спасибо вам за информацию. Да, ну вот нужно. Это для краеведения. может Сейчас, быть, подождите. Краеведческое. Ну, никакой здесь репрессии не пахнет репрессиями здесь. Да. Но в любом случае историческое значение наша встреча имеет. Виталий Михайлович, сейчас не очень прилично поступлю, если откажетесь, как бы я не настаиваю. А вы нельзя ли сказать, что вы тоже войдете в нашу инициативную группу по увековечению памяти жертв политических репрессий в Мордовии? Мы музей, памятник, там мемориальный комплекс, продолжение реабилитации, открытие архивов, открытие информации о местах захоронения, мемориальные доски. Как вы относитесь к этому? Я, знаете, как скажу, я уже в таком количестве обществ состою, что одни больше, одни меньше значения не имеет. Я всегда говорю одно и то же. Главное, чтобы хватало времени на это дело. Вот. Ну, это же, Да, У нас это неформально, да, неофициально. может все это делать, то есть по мере, ну вот он сколько потратил времени там на карту, что-то, это может, но главное, чтобы хватало времени. Нет, вот. я вас это не, действительно это ничем не будет обременять. то, что это вот одна из страниц, скажем так, может и куда-то дальше вылиться, то, что касается моего города, да, ну, пусть и не родного, но, скажем так, прожил, значит родной. И вопрос вот этот вот, может быть, действительно его приподнять и что-то выяснить. Старую литературу какую-то посмотреть, может быть, где-то и проскальзывало это. В газетах. У нас газеты, вот, по-моему, это, да, мы... В революционное время. Революционные с Москвы мы газеты нашли нам. Ленинская библиотека забросила. Там 18-й, да. Газета Совета рабочих крестьянских красноармейских депутатов. Вот так. Гражданское может быть интересно тем, там же мобилизационный отдел стоял, и первая армия формировалась в Рузаевке по армии. Да. Там могло стечение чего-то, кого-то. Здание, кстати, какая-то здание могла быть какая-то. Вот, поэтому вот здесь мы, как говорится, не отказываемся, но все, как говорится, упирается во время. Да, времени, вы уже сейчас время потратили. Спасибо большое за то, что вы согласились на встречу. Я напоминаю нашим телезрителям, что в рамках общественной кампании по увековечению памяти и восстановлению доброго имени жертв политических репрессий в Мордовии вы видели встречу Николая Андреевича Кручинкина, Виталия Михайловича Ермышева и Вадима Викторовича Чернавина, который поведал нам информацию исторического значения для жителей Рузаевки, благодаря которым мы сейчас почти приблизились к обнаружению кладбища гражданского назначения. Спасибо вам большое, что вы согласились на эту встречу.